Сложные испытания на пути к своему образованию и становлению. Эта конференция приурочена к столетию ингушской государственности и 32-летию со дня ее восстановления. Открывает конференцию Питимат Саутиева. Свой доклад она посвятила одному из отцов-основателей и первому руководителю Ингушской автономной области Идрису Зязикову. Пройдя через многие испытания в борьбе за установление мирной жизни на ингушской земле, Идрис был уже готов к более серьезным испытаниям после революционного времени. В 1924 году он был избран единогласным решением руководителем Ингушской автономной области и проработал в этой должности, ребят, с 1924 по 1929 год. Перед ингушами были открыты новые дороги. Годы становления Ингушской автономной области были сложными, но вместе с тем именно в этот период стала активно развиваться экономика и культура, сельское хозяйство и промышленность. С момента создания государственности главный упор делался на образование. Была создана письменность, была разработана азбука, открывались школы. Главным девизом, главным лозунгом Идриса Зязикова было то, что ингушская молодежь должна учиться, что без образования мы просто-напросто не сможем дальше существовать. Был создан Ингушский научно-исследовательский институт. При этом были привлечены крупнейшие историки Советского Союза, благодаря которым стали изучать историю Ингушетии. Позже область была объединена с Чечней, а спустя еще 10 лет ликвидирована. Долгие годы на карте страны не было Ингушетии, но в конце 80-х и начале 90-х годов забрежил свет надежды. Во-первых, провели райсоветы во всех районах республики. И в том числе мы провели заседание райсовета по вопросу о задании. Потом было проведено референдум. А референдум – это большое политическое значение, которое не имеет ни права никто отменять или решать по-другому, кроме собственный народ. Огромная работа была проделана депутатами, общественниками для возрождения государственности, а уже 4 июня 1992 был принят закон о создании Ингушетии. Первый документ о восстановлении территориальной целостности и государственности Ингушетии, датированный 24 ноября 1991 года и направленный президенту Ельцину, был за подписью исполняющего обязанности председателя Назранского совета народных депутатов Юсупа Исаевича Арапиева. Первый документ в рукописном тексте. Самая маленькая и самая молодая республика с древней историей в составе многонациональной Российской Федерации отмечает 32-летие и столетие одновременно. Эти ребята намного младше вновь воссозданного региона, но благодарность предкам за сегодняшнее настоящее они испытывают не меньше, чем ее ровесники и свидетели становления. Очень значимая дата не только для народа, но и для каждого человека, кто ценит и любит свою родину, так же, как и я, не побоюсь этого слова. Бесспорно, мы заслужили. В истории Ингушетии было очень много трагических моментов, но все-таки мы остались ингушами и прошли все эти тяготы и трудности вместе. И в такой знаменательный момент важно не забывать тех, кто стоял у истоков. Завершается конференция возложением цветов на аллее памяти во дворе колледжа. Тамара Хашагульгова, Али Зязиков, Магаз 24.